В эфире информационный выпуск Хамши Укшара. Добрый вечер. В начале выпуска коротко о главном. Депутаты решили транслировать заседание парламента в прямом эфире. Репортаж с очередного заседания сессии Народного собрания. В памяти ученого в Абиги прошла конференция к 80-летию Юрия Аргон. Закрыли и опломбировали. Сотрудники Госстандарта Абхазии провели проверку объектов в Гагре. Сегодня состоялось очередное заседание сессии Народного собрания парламента Абхазии. Депутаты рассмотрели 12 вопросов повестки дня. Один вопрос был отложен: законопроект о внесении изменений в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия отправлен на доработку. Депутаты решили транслировать заседание парламента в прямом эфире после создания официального сайта Народного собрания. Подробности в репортаже Ирины Ашба. В начале заседания депутат парламента Баталайба предложил внести в раздел «Разное» проект постановления об официальном сайте Народного собрания Республики Абхазия. Одобрив повестку дня, народные избранники перешли к обсуждению вопросов. Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Абхазии в части регулирования внешнеэкономической деятельности представил постоянный представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. Изменения касаются закона о лицензировании некоторых видов деятельности, а также таможенного законодательства. Предлагается весь комплекс правовых актов, связанный с лицензированием внешнеэкономической деятельности, сосредоточить, как и было ранее, в законе о ставках таможенных пошлин. Вторая статья, вторая поправка предусматривает конкретизацию положений таможенного кодекса, потому что в таможенном кодексе содержится положение, что в соответствии с законодательством Республики Абхазия или международными договорами могут вводиться отдельные ограничения на ввоз и вывоз товаров, но при этом не конкретизируется, какой именно орган может вводить данные запретительные меры. Предлагается, чтобы данным должностным лицом был президент Республики Абхазия, и по его решению, если иное не установлено законом или международным договором Республики Абхазия. Депутаты одобрили законопроект и приняли его в первом чтении. Следующим вопросом повестки дня был рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон об акцизах. Поправки к закону направлены на поддержание местных производителей табачных изделий. Предлагается снизить акцизную ставку на табачные изделия для производителей с 20 до 10%, а ставку на импортируемые табачные изделия повысить на 5%. Мы все-таки не смогли в стране сделать таким образом, чтобы производство табака увеличить. И поэтому получилась немножко такая ситуация, что те теперь, которые хотят выпускать сигареты, у них условия хуже, чем для тех, которые будут возить. И чтобы это уравнять, вот в чем история, мы тогда это ввели 20% в свое время, потому что хотели помочь тем, кто будет выращивать здесь табак. Но, к сожалению, не пошло это дело, как видите, у нас не выращивается табак, а теперь кто будет производить табак, у него неравные условия получаются. Поэтому выровнять, в общем. В итоге после обсуждения законопроект был принят в первом чтении. Проект закона о внесении изменений в закон Республики Абхазия о республиканском бюджете за 2018 год представил министр финансов Джансух Нанба. В связи с незапланированным на этот год расходованием средств в размере более 100 миллионов рублей на ремонт улицы Атлиба в Сухуме, строительство музея имени Сергея Дбар в Гудауте и мемориального комплекса погибшим в Ачамчире бюджет необходимо скорректировать, говорит министр финансов. Для того, чтобы увеличить расходную часть по одной статье на ремонтно-восстановительные работы, которые были закреплены за УКСом, нам необходимо скорректировать бюджет в расходной части по другим статьям. Почему мы не можем, не сокращая другие статьи, увеличить расходную часть? Как вы знаете, в результате исполнения доходной части бюджета на сегодняшний день перевыполнение доходов у нас отсутствует, что не позволяет нам учитывать
увеличение расходов без дополнительных поступлений. Изменились почти все статьи государственного бюджета. Некоторые размеры ассигнований увеличены, некоторые сокращены. В частности, размеры ассигнований сокращены в разделах «Промышленность и связь», «Здравоохранение», «Сельское хозяйство», «Культура и искусство», «Физкультура и спорт», «Межбюджетные трансферты». Законопроект вызвал активное обсуждение депутатов. Народные избранники выразили несогласие по сокращению ассигнований некоторых ведомств, в частности, Министерств здравоохранения и сельского хозяйства. Джансух Нанба аргументировал принятые Кабинетом министров решения. По программе совершенствования противотуберкулезной помощи населению у нас минус 2 миллиона. И по программе централизованное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями лечебно-профилактических учреждений 8 миллионов рублей. Итого в сумме 10 миллионов рублей. Чем это объясняется и обосновывается? В рамках достигнутых договоренностей между Министерством здравоохранения и представителями Российской Федерации есть принятые решения о предоставлении крупнейшей фармацевтической компании «Эрфарм» медицинских препаратов на сумму более 20 миллионов рублей в этом году. Эти препараты будут поставлены на следующих условиях. 10 миллионов медицинских препаратов будет поставлено на условиях рассрочки в 6 месяцев. То есть мы в течение 6 месяцев, а это значит, что уже в следующем году будем платить за эти лекарства, которые получим уже в этом году. И порядка 10 миллионов рублей – это лекарства, которые нам поставляются в виде гуманитарной помощи, то есть безвозмездно. На развитие сельского хозяйства в этом году республиканским бюджетом было предусмотрено 40 миллионов рублей. Однако контрольные и счетные палаты выявили в части расходования этих средств нарушения. Вот почему финансирование программ Минсельхоза ограничено. Выявлено нецелевое использование и, соответственно, исходя из этого, мы ограничили расходование этих средств именно по тем мероприятиям, на которые они были заложены. То есть в данном случае тратить эти деньги на развитие сельского хозяйства они не могут. Если будет принято решение Кабинетом министров о перенаправлении этих средств на борьбу с долгоносиком, с клопом и так далее, то вот 10 миллионов, на мой взгляд, сумма достаточно на 2 месяца, для того, чтобы какие-то эффективные меры, инструменты применить. В итоге, после долгого обсуждения, народные избранники приняли поправки к закону в первом и втором окончательном чтении. Во втором и третьем окончательном чтении также принят проект закона об исполнении бюджета фонда репатриации за 2017 год. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год представил председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия. Кредитный портфель Национального банка уменьшается. И, по словам Беслана Барателия, такая тенденция сохранится и в 2019 году. Что касается других направлений, то на данный момент банк активно работает над совершенствованием платежной системы и, возможно, уже до конца текущего года на территории Абхазии начнут работать российские карты МИР. И после этого начнется процесс реализации возможности использования карт АПРА на территории России. Кроме того, в течение 2 лет должна завершиться интеграция системы АПРА с системой денежных переводов «Контакт». Данное постановление, а также смету расходов на содержание Национального банка на 2019 год депутаты приняли единогласно. Кроме того, решением народных избранников для проведения внешнего аудита главного банка страны будет привлечена аудиторская компания «Интерком Аудит». Последним вопросом повестки дня стало обсуждение постановления об официальном сайте Народного собрания парламента Республики Абхазия. Согласно постановлению, предлагается присвоить сайту Народного собрания статус официального и обеспечить технические возможности для организации прямых видеотрансляций с заседаний сессий парламента. Мнения здесь разделились. Правда, большинство народных избранников высказалось за такое решение. Не думаю, что парламенты других стран самые глупые собрания, даже Госдума и даже периферические локальные парламенты Российской Федерации давным-давно они обязаны этим по закону правом пользуются донесения информации до наших граждан. Он нас дисциплинирует, прямой эфир, и заставить следить за своими словами, когда за твоим выступлением следит большая часть людей, чем 35 человек плюс журналист. В итоге, после активного обсуждения большинством голосов данное постановление было принято.
Ирина Аршиба, Тамас Чекувани, Рустан Лавров, Абхазское телевидение. Управление госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия провело плановое ночное рейдовое мероприятие, в результате которого были выявлены 124 административных правонарушений. Вместе с сотрудниками УГАИ на рейде побывали наши корреспонденты. Репортаж Али Кидрапш. Сотрудники Управления госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия ежедневно проводят ночные, плановые, профилактические и рейдовые мероприятия по всей республике. Их главная цель – выявить нарушителей правил дорожного движения. Основные виды нарушений все те же – управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, отсутствие документов и номерных знаков на авто. В столице, в районе Синопа, в течение 40 минут работы правоохранители выявили небольшое количество нарушений. Сегодня проводим вечернее рейдовое мероприятие по городу Сухуму. Выявляем нарушителей в основном, кто в нетрезвом состоянии, кто без номеров ездит, без документов. И если водитель подозревается в употреблении спиртного напитка, проводим и проверяем через алкотестер. Мы уже оформили 2 автотранспорта, которые были без госномеров, без техпаспорта одна машина. В основном так вот, пьяных пока нету. Только за один день 2 ноября в результате профилактических и рейдовых мероприятий по республике сотрудниками УГАИ, МВД Республики Абхазия и ОГАИ за нарушение правил дорожного движения составлено 299 протоколов. Из них 18 за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. 4 ноября количество нарушений ПДД увеличилось до 435. Из них 26 за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. Чтобы сократить число нарушений правил дорожного движения, Управление госавтоинспекции МВД Абхазии проводит ряд профилактических и рейдовых мероприятий. У нас в неделю 2 раза мы проводим рейдовые мероприятия по безопасному городу. То есть мы в Сухуми проводим это по вторникам. Безопасная трасса по субботам. Почему по субботам? Потому что в субботу у нас очень много свадьбы. Стараемся, чтобы люди не попадали в ДТП. Выявляем в нетрезвом состоянии от 70 до 80 человек в нетрезвом состоянии в неделю. В результате ночных рейдовых мероприятий 7 ноября в Сухумском, Ачимчирском, Гудаутском и Гагарском районах было составлено 124 административных протокола. Из них 9 за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. Али Кидрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Научно-практическая конференция, посвященная памяти известного ученого-этнолога, общественного деятеля, одного из лидеров национально-освободительного движения абхазского народа Юрия Аргун, прошла сегодня в Абхазском институте гуманитарных исследований. Как было отмечено на конференции, в ближайшие годы планируется издание всех ранее не опубликованных материалов и трудов ученого. 8 ноября Юрию Гудисовичу Аргун исполнилось бы 80 лет. Он ушел из жизни на 76-м году после продолжительной болезни. В последние годы, несмотря на недуг, он продолжал активную научную деятельность, был полон творческих замыслов, многие из которых, к большому сожалению, не были реализованы. В частности, его докторская диссертация на тему «Абхазская диаспора. Историко-этнографическое исследование», которая практически была завершена, так и осталась незащищенной. Как подчеркивали выступавшие на конференции друзья и коллеги Юрия Аргун, ученый умело совмещал научную и преподавательскую деятельность с общественной и государственной работой. Юрий Гудисович являлся одним из основателей и бессменным руководителем общественной организации по связям с зарубежными соотечественниками Абсадгил, членом исполкома Международной ассоциации абхазо-базинского народа и Международной черкесской ассоциации. Он был автором идеи и инициатором проведения народных праздников Лхнашта и Мыкуашта, которые стали неотъемлемой частью современной абхазской культуры. В 1987 году Юрий Аргун начал работать в Абиги, где проработал до конца своей жизни, пройдя путь от старшего и ведущего научного сотрудника до заведующего отделом этнологии. Все, кто соприкасался с ним, отмечают, и я в том числе, он был характером бесподобный человек, мягкий человек, никогда никого не обижал. Он всегда старался, чтобы всем коллегам, которые его окружают, было уютно и тепло работать с ним. Он долгое время возглавлял наш отдел этнологии, и
все дела, которые вот были сделаны при нем, они были очень значимы, потому что в абхазской этнографической, этнологической науке очень много неизученных проблем. Особенно его беспокоила проблема языка, проблема происхождения абхазов, наши обряды, обычаи, изучал различные ремесла. Он был очень хорошим полевиком. Мы, молодые, вот очень много чего вот, выучили именно благодаря совместным экспедициям, которые он проводил с нами. Юрий Аргун был в числе тех, кто в 1977 году инициировал и подписал письмо представителя общественности и интеллигенции высшему политическому руководству СССР, получившее широкую известность как «Письмо 130». За свои политические убеждения, принципиальную гражданскую позицию он неоднократно подвергался преследованиям со стороны партийного руководства Грузии, но вполне заслуженно пользовался у абхазского народа авторитетом и уважением. Юрий Аргун является автором более 200 научных и научно-популярных публикаций, в том числе свыше 10 книг и монографий. Все они в основном посвящены изучению быта и культуры абхазов. В последние годы он активно занимался изучением истории и этнографии абхазской диаспоры. Его перу принадлежат такие актуальные работы, как «Быт и культура современных абхазов», «Обычаи, обряды и взаимосвязь поколений», «Абхазские этнографические этюды», «Традиционное народное искусство и время». Юрий Аргун был постоянным участником всех комплексных экспедиций и руководителем некоторых из них, проводимых Абхазским музеем и Абхазским институтом. Это был человек, можно сказать, уникальный. Очень образованный, требовательный, вместе с тем добрый, человечный, принципиальный. Вопросы национального освободительного движения, вопросы сохранения абхазского этноса, абхазского языка, культуры, это на первом месте стояло у него в своей деятельности. И он в этом вопросе никак не мог бы уступить никому. Да кто бы он, человек не занимал, какую бы должность, начиная от наших чиновников, кончая до первого секретаря ЦК КП Грузии. Он был настоящим другом. Это человек, с которым можно было пойти в разведку, как говорится. И можно было знать, что если Юрий Гудисович рядом находится, он всегда будет защищать. Юрия Гудисовича на протяжении всей его жизни глубоко волновали и проблемы современной Абхазии. Он часто обращал внимание общественности на состояние абхазского языка, традиционной культуры родного народа Апсура, демографическую ситуацию. В течение нескольких лет он являлся руководителем тематических сборников по Апсуара. Юрий Гудисович Аргун был человеком доброй души, чья жизнь и многогранная деятельность являются ярким примером преданного служения своему народу и Отечеству. Елена Лолуа, Сария Смыр, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору провел в Гагре плановую проверку юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые раньше получали предписание об устранении выявленных нарушений. Но ничего не изменилось. В частности, это касается складских помещений фирмы «Север-1». В самом начале проверки складских помещений фирмы «Север-1», где хранятся продовольственные товары, был произведен визуальный осмотр. Первое, что бросается в глаза – отсутствие крыши и обвалившийся потолок. Говорить о наличии вентиляционной системы даже не приходится. Часть реализуемой продукции хранится в полуразрушенном здании, а другая вообще на улице под навесом. Электрические провода свисают по стенам, что представляет опасность и для самих сотрудников. Он не должен проходить по деревянным конструкциям. В данном месте мы видим, что силовой провод он подвязан к деревянным балкам. Также очевидно видно, что невооруженным глазом следы предыдущих коротких замыканий. Это вообще является нарушением всех норм и правил техники безопасности. Также вот смотрите, вот перейдем сюда. Вот здесь щит электрический. Также возле него мы наблюдаем горюче-смазочные материалы. В случае каких-либо коротких замыканий горюче-смазочные материалы возгорятся. Это является небезопасным.
Это запрещено. Также вот мы наблюдаем, что все отходящие провода, они трутся о железной конструкции. Сотрудники госстандарта в ходе проверки пресекают нарушения субъектами хозяйственной деятельности, правил торговли, сертификации и законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также соблюдения правил техники безопасности. Помимо того, что здание непригодно к эксплуатации, сотрудниками госстандарта была обнаружена партия просроченной продукции. Именно вафельный рожок в количестве 2880 штук. После осмотра данной продукции будет составлен акт, протокол и предписание, в ходе чего материал будет направлен в суд. В настоящее время мы находимся на их же складе фирмы «Север-1», который находится неподалеку от склада, который был опечатан госстандартом Республики Абхазия. Данный склад нового образца, где условия хранения соблюдаются. То есть соблюдаются как? То есть можно хранить в данном складе продукты питания до 35 градусов, без которому не требуется холодильное оборудование. В настоящее время у них есть возможность перевести всю продукцию, которая хранится на складе, которым был опечатан, в данный склад. И есть у них место, полки, все позволяет здесь, то есть чистота, все соблюдается в данном складе. Ранее инспекторами по техническому и энергетическому надзору были составлены акты и предписания фирме «Север-1» с установленными сроками для устранения всех выявленных нарушений. Но по истечению всех этих сроков никаких мер руководством фирмы не было предпринято. На этот раз инспекторы обесточили центральную щитовую и опломбировали ее. Обесточиваем щитовой, потому что не соответствует по технике безопасности. И это последняя мера, которую вы делаете. Не отключайте, зря вы это делаете. Не делайте. Ну, молодец. Все, хорошо пойдет. И пломбируем. Данное складское помещение представляет угрозу для персонала и сотрудников. В любой момент крыша, кровля может обвалиться. Мы это все в актах актировали, отражали, действий никаких не было предпринято. Поэтому, чтобы устранить случаи какого-либо травматизма или летальных случаев для персонала и сотрудников данного учреждения, мы опечатали данное складское помещение до тех пор, пока не будут устранены все выявленные нарушения. В случае, если пломбы будут сорваны, мы уже должны будем писать в прокуратуру, и прокуратура должна будет предпринять уже свои непосредственные действия. Как говорят сотрудники госстандарта, основные нарушения, выявляемые при проверках, это условия хранения и реализации продуктов питания, несоблюдение их сроков годности и отсутствие современного технологического оборудования. Госстандарт проводит подобные мероприятия согласно плана работ, утвержденного Министерством экономики Республики Абхазия. Подобные мероприятия направлены на устранение правил торговли и сертификации. И в дальнейшем также это не первая, не последняя проверка. Наш комитет намерен далее проводить подобные проверки. Для исправления сложившейся ситуации представители Департамента потребительского надзора госстандарта ведут не только инспекционную проверку, но и консультативно-разъяснительную работу. Под знаменем свободы и независимости. Так называется республиканский итоговый конкурс художественного чтения, который был проведен Министерством образования и науки в Сухумской 10-й горской школе имени Нестора Лакоба. Конкурс был посвящен 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10-летию признания независимости республики. В нем приняли участие школьники, победившие в отборочных конкурсах, которые проходили в общеобразовательных учреждениях во всех районах республики. Участники конкурса читали стихи известных абхазских поэтов, а также произведения собственного сочинения. Лучших чтецов определяло жюри в составе представителей Министерства образования, культуры, а также актеров Абхазского драматического театра. Также в рамках мероприятия были представлены работы победителей конкурса на лучшие детские плакаты, которые были отобраны из 24 работ. Конкурсы посвящены, конечно, воспитанию патриотизма в наших детях. Это самое главное. И очень приятно, что дети не только вспоминают все то, что было связано с войной, по рассказам своих отцов, дедов и так далее, но очень многие из них пытаются и свое слово внести. Они пишут стихи,
То есть для них война, это, надеюсь, это далекое прошлое, но все-таки это одна из самых героических и памятных страниц для нашей страны и для них в частности. Президиум Союза писателей Республики Абхазия объявил конкурс на лучший абхазский художественный рассказ на соискание премии имени известного писателя, драматурга Дзадзе Дарсалия в честь 120-летия со дня его рождения. Принимаются рассказы, опубликованные в 2018 году. По условиям конкурса присуждаются 2 литературные премии. Первая премия – 10 тысяч рублей, вторая премия – 5 тысяч рублей. Союз писателей Абхазии принимает опубликованные материалы до 20 ноября. За многолетнюю плодотворную работу в области культуры, популяризацию и сохранение исторического наследия директор государственного учреждения, историко-мемориального музея Нестора Лакоба Людмила Малия указом президента Рауля Хаджиба награждена орденом Махцапша 3-й степени. Сегодня министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия вручила Людмиле Малия высшую награду. Министр отметила неоценимый вклад Людмилы Владимировны в становление и развитие музея. Эльвира Арсалия особо подчеркнула, что создание сайта музея, который функционирует сегодня на 3 языках, большая заслуга Людмилы Малия. Людмила Владимировна, вам огромное спасибо за то, что вы у истоков этого музея стояли. И сегодня он должен был быть в такой фазе расцвета, но, к сожалению, да, исторически так сложилось, что, видимо, какая сложная была судьба у тех деятелей, которым он посвящен, так и судьба музея, она тоже достаточно сложная. Но сегодня он как государственное учреждение, самое главное, он существует. Вы делаете ту работу, которая останется на века. Поэтому огромное вам спасибо. И для нас, вот для моих коллег, они здесь, для нас это было огромной радостью, долгожданным и вот очень приятным событием. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятных монет «Абхазская сотня» и «Нестор Лакоба». Памятная монета «Абхазская сотня» выполнена из серебра 925 пробы и золота 999 пробы. Номинал 100 абсаров. Боковая поверхность монет рифленая. Памятные монеты вне серии. Дата ввода в обращение 19 ноября 2018 года. Тираж 100 штук. Художник Батал Джапуа. Аверс. На аверсе монеты изображен торс воина, облаченного в черкеску, на котором видна рукоять шашки с георгиевским темляком и выполненный цветной тампопечатью знак ордена святого равноапостольного великого князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Реверс. На реверсе на переднем плане изображен несущийся в атаку абхазский всадник с обнаженной шашкой. На втором плане видна кавалерийская лава на фоне орла с распростертыми крыльями, символизирующий доблесть кавказских воинов. Композицию дополняет цветная георгиевская лента, являющаяся символом героизма в российской армии. Памятная монета Нестор Лакоба выполнена из серебра 925 пробы, номинал 10 абсаров. Боковая поверхность монет рифленая, отделка, лазерная гравировка, серия выдающиеся личности Абхазии. Дата ввода в обращение 19 ноября 2018 года. Тираж 300 штук. Художник Батал Джапуа. Аверс. В верхней центральной части на зеркальном поле расположено рельефное изображение герба Банка Абхазии. Под ним надпись на абхазском языке «Апсна-Абанк». Над гербом полукругом надписи, обозначающие номинал монеты 10 абсаров. В правой части фирменный знак и именник монетного двора. В нижней части монеты на матовом поле обозначен год чеканки 2018. Реверс. На реверсе изображен портрет видного государственного деятеля Абхазии Нестора Лакоба в военном френче и папахе с орденом Красного Знамени на груди. На заднем плане выполненные тампопечатью изображения государственного флага СССР Абхазии и абхазского конного ополчения «Киарас». Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями Республики Абхазия.
Ну и в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 14-19 тепла. Температура морской воды плюс 19. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.